Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот главные темы выпуска. Мохнатый вредитель. Примерно такая колония. За сутки можно обглодать вот такую вот яблоню. Способы борьбы с шелкопрядом и масштабы нашествия изучила Анна Городнова. Подытожили праймерис. Очень много новых людей, интересных людей. Кто стал лидером предварительного голосования, узнал Дмитрий Аренин. Азиатская, европейская и, конечно же, татарская кухня. Сам Татарстан выбирает, что себе поесть, исходя из своего рациона, исходя из своей диеты где-то, исходя из своей специфики, даже компетенции. Что еще учтут при проведении мирового этапа чемпионата WorldSkills? Об этом Алия Хайрудинова. Варят пиво, планируют шить обувь и собирать детали для автомобилей. Резидентов планируют разместить. Сегодня уже 5 предприятий свою работу ведут. В индустриальном парке Чистополь побывала Альбина Слугараева. Татарстанцы решили, что «Единая Россия» должна пойти на выборы в Госсовет обновленный. Сегодня в партии огласили лидеров прошедших праймерис. Как отмечают, жители республики поддержали новые лица, которые не имели политического опыта, но заслужили авторитет своей биографии, доказали, что знают и понимают проблемы на местах. Кто в первой пятерке, узнал Дмитрий Аренин. Мы признательны, и я обращаюсь ко всем, кто был неравнодушен. За участников праймерис проголосовали 400 тысяч татарстанцев. Кандидатами в кандидаты были 222 человека. Для министров и глав районов праймерис стал экзаменом доверия избирателей. Наивысшие оценки получили те, кто занимается решением насущных проблем татарстанцев и развитием качества жизни. По данным оргкомитета, голосование прошло организованно. К нашему счастью, ни одной жалобы не поступило. Общественное наблюдение осуществляли члены Общественной палаты Республики Татарстан и члены некоторых общественных организаций. По итогам объездов счетных участков также не поступило ни одной жалобы. Как отмечают, партия идет на выбор обновленный. Люди проголосовали за открытый диалог. Победили кандидаты, которые больше всего проводили встречи. Население выбрало тех, кто предлагает реальные решения социальных проблем. Очень много новых людей, интересных людей. И мы делаем вывод, что это все-таки как раз желание наших избирателей республики к обновлению, некоторому омоложению состава депутатского корпуса с сохранением той преемственности, которая позволит сохранить курс развития Татарстана и в дальнейшем. Первое место в рейтинговом голосовании занял Фарид Мухаммедшин, второе – Владимир Чагин, третье – директор сети полилингвальных детских садов Альбина Насырова. Далее в первой пятерке Марат Ахметов и Ильшат Аминов. Чагин известный в России, далеко за ее пределами, спортсмен, представляющий крупную промышленную организацию, как КАМАЗ. Было очень интересно слушать, какие он вопросы поднимал по защите человека труда. Альбина Насырова, молодой кандидат, предприниматель, которая встала на защиту интересов учителей, воспитателей. Марат Готович Ахметов, неудивительно абсолютно, многие годы работает в сельскохозяйственном секторе. За него, надеюсь и уверен, проголосовало большинство представителей сельских районов. Подытоживая, отмечают, партия идет на выбор с актуальной социальной повесткой. В ее основу лягут все предложения, озвученные на праймерис. Окончательное решение о том, кто войдет в партийный список для выборов в Госсовет, примут на конференции, которая пройдет в середине июня. Дмитрий Аренин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. В Татарстане откроется региональный центр для одаренных детей по модели сочинского «Сириуса». Соглашение сегодня в Доме правительства подписали Рустам Минниханов и руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. Также они обсудили дальнейшее взаимодействие между Татарстаном и фондом и вопросы поддержки талантливой молодежи. Новое общежитие для татарстанских студентов, доступное дополнительное образование и усиление охраны в школах. Это лишь часть вопросов, которые сегодня разобрали на заседании регионального отделения ОНФ Татарстана. Оно прошло при участии сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой. Одна из главных тем – безопасность в школах. По мнению активистов Народного фронта, охрану в образовательных учреждениях нужно усилить и ввести ставку школьного психолога. А вот что касается университетов, то для иногородних и иностранных студентов не хватает мест в общежитиях. Сейчас в высших учебных заведениях Татарстана обучается почти 15 тысяч иностранных студентов. По решению президента республики сегодня 1 500
Проектируется общежитие примерно на 8-9 тысяч человек, которые будут строиться в Казани. Мы, конечно, составили себе приоритет тех задач, которые сегодня должны решать, и они относятся к таким базовым поручениям, которые дал наш лидер Владимир Владимирович Путин. Развитие республики невозможно без раскрытия талантов и способностей молодежи. Об этом сегодня напомнил Рустам Минниханов на заседании Совета по реализации концепции развития потенциала детей. Вместе с Еленой Шмелевой, министром образования республики Рафисом Бургановым, они обсудили, как энергии и креативные способности молодежи находят поддержку в Татарстане. Победители финала национального чемпионата могут быть рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills и получат шанс защитить честь страны на чемпионате мира в Шанхае. Это в 2021 году. Пока же все внимание на чемпионат мира, который пройдет в Казани уже в августе. Организаторы учтут не только комфорт пребывания, но и гастрономические предпочтения участников. Об этом Алия Хайрудинова. Слезы? Слезы. И мне повесили здесь медаль, руку жмут. Пересматривая фото, Луиза Махмутова вновь переживает эмоции финала WorldSkills. Компетенции, медицинский и социальный уход, ежедневные тренировки в 7-й городской и онкологической больницах привели ее к золотой медали. Эмоции меня на момент награждения просто переполняли. Я плакала, смеялась, руки дрожали, прыгала от счастья. Они слушали своих наставников, а вот соперники часто засматривались на творения татарстанских участников. В нашей компетенции у старших выступала участница из Индии. Я немножко за ней посмотрел, и я краем глаза увидел, как эксперт из Индии все время стоял, смотрел на меня. Национальный этап чемпионата стал генеральной репетицией перед мировым. Казань-Экспо тестовый режим выдержал на отлично. К мировому этапу добавят 2 тентовые конструкции, пересмотрят транспортную логистику и даже питание. В первую очередь это будет наша европейская, да, это будет представлена русская национальная кухня, ну и отдельно будет, соответственно, линия, связанная с азиатской едой, да, связанная обязательно с халяль. Победители получат шанс защитить честь страны на чемпионате мира в Шанхае, а также на Евроскиллс в Санкт-Петербурге. Они будут всегда на расхват. А хорошие рабочие – это объект, за которым охотятся все работодатели. По словам организаторов, некоторые участники уже получили приглашение на работу. Уже сейчас началась подготовка к мировому этапу чемпионата WorldSkills. В нем примут участие представители из 69 стран, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Среди победителей национального этапа Анна Андреянова. Теперь она по праву лучший молодой парикмахер страны. Десятки стрижек, сотни укладок и тысячи способов создать образ. Свой секрет успеха чемпионка раскрыла Веронике Гайнутдиновой. Тяжело в учении, легко в бою. С тренировки полгода по 12 часов в день, без перерывов и выходных. В свои 19 Анна Андреянова укладывает волосы, стрижет и красит лучше всех в России. Секрет победы на WorldSkills у нее прост. Победа – это не только навыки, но и внутреннее состояние души. Нужно быть улыбчивым, потому что работаешь все-таки с клиентами. В компетенции 7 модулей: женская и мужская стрижки, окрашивание, наращивание. На чемпионате работала как с манекенами, так и с живыми людьми. С последними оказалось самым сложным. Мой мальчик был очень улыбчивый, такой замечательный. Мне было очень тяжело. У него сложный рост волос, трудно было сделать укладку. До последнего было неизвестно, кто выйдет. И когда мы, конечно, узнали, был сумасшедший восторг. Верили в победу и болели до последнего за Анну не только тренеры, но и одногруппники. Пристально смотрела за ее работами, поддерживали. Плойка, невидимки и расческа – главные инструменты для укладки. Сейчас Анна к моему нежно-голубому создаст нежный образ и на волосах. Такой пучок можно сделать всего за 5 минут, а именно скорость является одним из главных критериев для победы на WorldSkills. Для отработки навыков в колледже новое оборудование, все по международным стандартам. Они же использовались и на чемпионате. Другие регионы были в большом восторге, что такие шикарные оборудования были на чемпионате. Теперь Анна в сборной России. Впереди ее ждут Евроскиллс и WorldSkills, но уже в 2021 году. Вероника Гайнутдинова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Кто из руководителей профобразования республики зарабатывает больше всех и за счет чего? Читайте об этом в интернет-газете «Реальное время».
Не оставайтесь равнодушными. Лейла Фазлеева сегодня призвала депутатов и общественных деятелей стать общественными воспитателями несовершеннолетних. Это люди, способные стать наставниками подростков, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, и помочь им преодолеть трудности. Соответствующий республиканский закон работает 6 лет. Сейчас больше 900 подростков уже находятся под надзором общественных воспитателей. Я хочу призвать членов комиссии стать общественными воспитателями. Хочу обратиться к муниципальным районам с тем, чтобы мы с вами подключили к этой работе общественные организации в большем объеме, чтобы мы подключили к этой работе депутатов, которые представляют муниципальный уровень, депутатов Государственного совета. Саранча регионального масштаба. Татарстан атакует непарный шелкопряд. Без урожая плодовых рискуют остаться тысячи садоводов. Арск, Кукмар, Сабы, Балтаси. Вредители оголяют деревья и кустарники практически в каждом северном районе республики. Такого нашествия не было последние 10 лет, говорят специалисты. Почему шелкопряд появился именно сейчас и как с ним бороться, выясняла Анна Городнова. Падает, вон, видите. Он спускается, как на парашюте. Гусеницы и коконы под струей кипятка. Вагиз Шагабудинов ошпаривает логово вредителя. Бороться химией, говорит, для яблонь вредно. У него своя пасека в деревне Чапшар Балтасинского района. Пчелам нужен здоровый нектар. Вот у меня одна вообще высохла, засохло уже вон дерево. Та тоже вон свела как раз, все цветы упали уже. Яблони нынче не будет. Вот примерно такая колония. За сутки можно обглодать вот такую вот яблоню. Яблоня, груша, слива, непарный шелкопряд. Любят плодовые культуры. Вредители завезли в Россию еще сотни лет назад из Азии. Но такого нашествия даже в Россельхозцентре не припомнят. Все дело в теплой зиме и жарких майских днях. Уже через пару недель при такой хорошей теплой погоде эти гусеницы начнут превращаться в бабочек, а уже те будут откладывать здесь яйца. Причем делают они это под корой деревьев, чтобы эмбрионы смогли хорошо провести зиму. Так что бороться с этим вредителем нужно прямо сейчас. Если колония небольшая, мы предлагаем собирать вручную. Если уже коллапс, распространились они, то опрыскивать. Если еще личинки молодые, то бактерицидными препаратами. Это липидоцид и бетаксибацилин. Полностью здесь лиственницу опрыскивали. На чеку стоят и лесники Татарстана. Ведь если шелкопряды съедят листву плодовых культур, могут перейти и на хвойные, дубы и тополь. Поэтому деревья уже сегодня обрабатывают пестицидами. Если массовое распространение, тогда может опасаться. Это катастрофой может быть. Но у нас лесники работают, лесное хозяйство, опрыскивание вовремя происходит. Фотографии с гусеницами сегодня выкладывают жители нескольких районов республики. Это и Арск, и богатые Сабы, Кукмар, пригород Казани. Эти насекомые не такие безобидные, как кажутся. 2 года назад в регионах Сибири из-за жары шелкопряд поразил 1,5 миллиона гектара леса. Обрабатывать очаги пришлось с помощью авиации. Было такое и в Татарстане жарким летом 2010-го. Вот эти личинки непарного шелкопряда. Так что специалисты советуют при первых признаках поражения паутины или гусениц вручную собрать вредителей. Если деревья в цвету, опрыскивать химией уже поздно. Анна Городнова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Балтасинский район. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. День пограничника начинается с боевого расчета. На охрану государственной границы с Российской Федерацией шагом марш! Как солдаты пограничных войск готовятся к празднику, расскажет Ленар Гинатуллин. Ловкие, красивые и с опытом. Азнакаевские доярки дали мастер-класс. Лучших из лучших увидела Филюза Хамидуллина. Поздравления сегодня принимают те, чей долг хранить покой российских рубежей. 101 год пограничной службе. В ее истории немало подвигов. В Великую Отечественную пограничники до последнего держали оборону на заставах. В мирное время обеспечивали неприступность границ. Для всех зеленых беретов этот день – повод собраться вместе, вспомнить службу. Гимн Российской Федерации. Флаги поднят. Первые
и, пожалуй, главный эшелон обороны страны. Сегодня они отмечают 101-ю годовщину, но, как и всегда, даже в праздник на пост. На охрану государственной границы Российской Федерации. Боевой расчет. Так на службе солдаты получают боевое задание на предстоящие сутки. Ничего не меняется и на гражданке, только здесь накануне праздника он превращается в общественно-культурную акцию. Сегодня здесь и Халил Махмутов вместе с семьей. Он не был на боевом расчете с 96-го. Тогда на границе он задерживал крупные партии наркотиков. Наша задача была стоять, пресекать все эти возможные провокации и сами переводы наркотрафика самого и оружия. Потому что без российских погранвойск я уверен, что другие силы бы там не справились. Вспоминают боевых товарищей и в Мамадыше. Сегодня здесь служат 400 представителей погранвойск. Кто-то вспоминает былые времена, а кто-то мечтает, чтобы их сыновья скорее надели зеленый берет. У меня сейчас сын идет по военной линии. Очень хочет попасть, но, к сожалению, не берут. Он даже закончил военную кафедру и звание лейтенанта, но хотелось бы, чтобы попал в хорошие войска. Зеленый головной убор – это уже символ. Вот и Радик Арсланов из Нижнекамска с малых лет воспитывает в сыне настоящего пограничника. Я каждый год его беру с собой. Каждый год прививая любовь, наверное, не только к празднику, вообще вот, не знаю, чувство, сердце зовет просто. И, конечно же, на этой службе не обойтись без четвероногих помощников. Никакая техника не может заменить этих умных собак. Собака была, есть и будет всегда. Ни одна аппаратура, ни один прибор не сможет ее никогда заменить. Мало того, что это универсальное поисковое средство для поиска, задержания, охраны своего же хозяина. Не только для поиска запрещенных веществ используют пограничных собак. Они также используются для задержания преступников. Вот сейчас я буду в роли преступника, который пересекает границу. Давайте посмотрим, как на это отреагирует пограничный пес. Ленар Гинатуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Татарстан. Какой? Ну-ка иди сюда! Здания изношенные, поэтому отпугивают инвесторов. О трудностях поиска резидентов для территории опережающего экономического развития Чистополь рассказали сегодня депутатам Госсовета. Сегодня таких территорий 5. До конца года стоит задача привлечь новых инвесторов. При этом нужно решать и инфраструктурные задачи. Чем готовы помочь депутаты, расскажет Альбина Салгараева. Здесь выпускают премиальные сорта баварского пива. Компания «Первый резидент индустриального парка Чистополь». В строительство завода вложено более 6 миллиардов рублей. Пивной завод пока единственный резидент индустриального парка Чистополь. Но территория развивается. В перспективе здесь должно быть 20 резидентов. Здесь будут производить от обуви до автомобилей. Резиденты получают налоговые каникулы и льготы. Все это благодаря статусу территории опережающего социально-экономического развития, который Чистополь получил в прошлом году. Уже все мощности разобраны. В принципе, если мы хотим на будущее, то нам нужно сегодня подавать заявку в фонд моногородов для финансирования второй части. Но статус ТОСР не только дает возможности, но и обязывает. Над чем предстоит работать, рассказали сегодня депутатам Госсовета. Озвучили и проблемы городского масштаба. Сложно привлекать инвестора в архитектурные памятники, а они ежедневно рассыпаются по кирпичикам. Изношены в этих особняках и инженерные коммуникации. Здесь нужно работать по схеме частно-государственного партнерства, отметили народные избранники. И многое сделано по части благоустройства исторических памятников, каковых здесь сотнями. Но у них есть, конечно, проблемы, потому что государство не может все культурные памятники поднять разом. Еще одна острая проблема, которую решает бизнес в городе, это безработица. Только индустриальный парк обеспечит 800 новых рабочих мест. Альбина Салгараева, Игорь Романов, ТНВ, Чистополь. С начала 2019 года банк «Аверс» начал собирать биометрические данные россиян для регистрации в единой биометрической системе. Она создана Ростелекомом по инициативе Центрального банка. Чем новая система привлекательна для клиентов, об этом далее. Единая биометрическая система в России запущена с 1 июля прошлого года. Сдав туда свои данные, человек может получить доступ к финансовым или госуслугам без предоставления паспорта, открывать дистанционно счета, оформлять кредиты, совершать другие денежные операции. Степень защиты достаточно высокая. Эта степень защиты определена законом. И на федеральном уровне эта база данных защищена. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Регистрация в системе добровольна и бесплатна. Нужно лишь зарегистрироваться на портале госуслуг, стать клиентом банка, предоставить паспорт и СНИЛС, сфотографироваться, записать голос и согласиться на обработку персональных данных. Все это можно сделать в офисах банка «Аверс» по адресам, указанным на экране.
Пришло время сменить облик. Почти 300 дворов Казани дождались капремонта. Сейчас на объектах уже идут работы, ремонтируют покрытие, расширяют дорогу. Таких изменений больше 10 лет ждали жители домов на улице Мусина. Когда-то они сами сажали деревья у себя во дворе. Сегодня это главное украшение территории. Что здесь изменится теперь, увидела и Зарина Ахметова. Все, что здесь вот посажено, все вот везде вот эти большие деревья, все мы сажали сами. В этот дом на Мусина 47 Ирина Кулакова переехала еще девочкой. Первое время, говорит, даже жить здесь не хотела. Кроме песка в округе ничего не было. Тогда за обустройство двора взялись сами. Прошло 45 лет, и саженцы уже превратились в массивные тополя. Я с ревом жить не буду. Ну, в общем, в итоге мы здесь остались. Вот как-то стали благоустраивать наши земли, так сказать. Все жители помогали, конечно. Именно за зелень и деревья этот двор так любят жильцы. И все бы хорошо, но дорога и нехватка парковок в последние годы портили впечатление. Особенно перед нашим подъездом постоянно грязь. Дождик прошел, лужа. Весной, осенью, естественно, не пройти. Просто в грязной обуви каждый раз ходили. С просьбами о ремонте жильцы обращались в администрацию и к депутатам. В прошлом году пришла долгожданная новость. Ваш дом включен в программу капремонта. Сегодня во дворе работают 2 бригады. Уже поставили бордюры, сейчас взялись за дорожное покрытие. С сегодняшнего дня начали щебеночное основание готовить. И планируем до субботы, до воскресенья этой недели закончить щебеночное основание. И с начала следующей недели начинаем асфальтировать. Жители очень хотели бы, чтобы в их дворе наконец-то появился тротуар. Но, как говорят строители, сделать этого невозможно. Тогда пришлось бы срубить вот эти деревья, которые посажены несколько десятков лет назад. Зато расширили дорогу, за счет этого появилось почти 20 новых парковочных мест. Одно из них уже обозначили знаком. У нас почти 90% подписей, согласия собственников, чтобы уменьшить зеленую зону и расширить парковочные места. К сожалению, с парковками во дворах это очень большая проблема. В этом году перемены ощутят жители 296 дворов. Для этого на благоустройство направят 1 миллиард рублей. Как и раньше, основные критерии при выборе объектов – изношенное дорожное покрытие, проведенный капремонт дома, учитывают и пожелания самих граждан. К слову, в республике будет подготовлена 5-летняя программа по ремонту дворовых территорий. В эту субботу ее инициировал президент Татарстана Рустам Минниханов. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. 33 коровы. Стих родился новый. Действительно, на конкурсе доярок буренкам читают стихи, поют песни и делают все, чтобы надои были хорошими. Сегодня в Знакаево выбирали лучшую доярку. Из 12 хозяйств приехали 25 участников, причем среди них был и мужчина. Почему дояркам запрещены украшения, теперь знает и Филюза Хамидуллина. Гулиназ Хабеева на этом конкурсе уже в 3-й раз говорит, что в их деле все важно, потому может и аппарат машинного доения разобрать легко. Эти резинки, вот они тугие, нужна сила, чтобы их вытаскивать. Мария Минугулова перед каждой дойкой поет песни. Признается, такая необычная терапия очень помогает. Пришла на ферму работать в 18 лет и вот уже 30 лет в профессии. Здесь главное любовь к своей работе. Не вижу трудностей. Рамзис Минниханов – единственный мужчина-дояр. В день по 300 коров, 5000 килограммов молока. Один из лучших результатов. К буренкам у него свой подход. Коровой обращаться, чтобы не бить его и не ругать, и успокоить вот так. Сыпать его надо, чтобы молоко хорошо дал. У каждого коровы есть свой характер. Тихонько надо подходить, доить, а если там будешь кричать, орать, корова будет пинаться. Конкурсу больше 40 лет. В этом году приехали сюда представители 12 хозяйств. Жирность молока и чистота – вот главные критерии. В процессе дойки операторам нельзя надевать кольца, надевать серьги. Это связано с техникой безопасности. Элементарно. Если корова хвостом махнет, она же может серьги содрать. Тут нет соперничества. Доярки – дамы скромные. Сегодня не торопились, ошибались. Завтра на утренней дойке они будут делать то же самое, но уже увереннее и быстрее. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Азнакаевский район. Лапа-Шурале, замок Аждахи, избушка татарских гномов и многое другое. В этом году в Татарстане откроется интерактивный парк по мотивам татарских сказок. Его построят на родине Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай. Закладка новой площадки сегодня прошла в резиденции Кыш-Бабая и Каркызы. Как будет выглядеть сказка под открытым небом, узнал Рамиль Галиуллин.
Будет огромный, сказочный, чудесный лес. Им жара не беда. Ташбаба и Хархаза принимают гостей не только зимой. А раз уж резиденция находится на родине Тукая в селе Новых Карлай, здесь и герои произведений татарского писателя. Шурале, Баба Яга и другие персонажи татарской классики устроили для школьников сказку под открытым небом. Ведь именно здесь уже в этом году появится новая интерактивная площадка «Лес чудес». И это же, посмотрите, вот входная группа, это будет такое большое интерактивное дерево. Парк по мотивам татарских сказок появится на живописном берегу Ия. Территорию более чем в 2 гектара превратят в благоустроенное место отдыха. Над проектом работают архитекторы из Казани. Поскольку сам парк интерактивный, мы рассчитываем на использование естественного ландшафта рельефа, то, конечно же, оформление будет как в лесу чудес, то есть местными растениями. Я нарисую лес, как я его себе представляю. А сегодня здесь творческие мастер-классы, кукольные представления, уроки ландшафтного дизайна. И это еще не все. Любой желающий мог сложить сказочную тропинку из именных плит, сделанных своими руками. Сегодня каждый участник интерактивной экскурсии мог оставить свой след в истории нового парка. Например, посадить вот такие деревья желаний, из которых появится настоящая живая аллея. Сегодня видела Шурале, Кашбаба, Суанаса, и мне это все понравилось. Одно дело рассказать, а тут уже своими глазами увидеть, все видеть. Очень интересно. Скоро здесь появится Лапа Шурале, замок Аждахи, избушка татарских гномов и другие интерактивные площадки. Строительство обойдется в 100 миллионов рублей. Для посетителей новый парк раскроет свои двери в декабре. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Арский район. Долгожданное возвращение. Белые лебеди поселились в водоеме близ деревни Бикутеево Буинского района. Последний раз этими грандиозными птицами жители любовались 15 лет назад. И вот в этом году пернатые пожаловали снова. Сначала лебедей было 5, но через некоторое время 3 улетели, и на пруду осталась пара. Жители считают появление благородных птиц хорошим знаком, значит, экологическая обстановка улучшилась. Пока лебеди изучают местность и осваивают Бикеевский пруд. Белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас о погоде. До встречи в 21:30. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Битва только начинается. Баскетболисты «Уникса» провели 3-й полуфинальный матч серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета с первой четверти захватили инициативу в игре, уже к первому перерыву поведя в счете с разницей в 9 очков. Не изменилась ситуация во второй половине поединка, которая также осталась за подмосковной командой. Итоговый результат встречи 91-64. Счет в серии до 3 побед стал 2-1 в пользу «Химок». Завтра, 29 мая, в «Химках» пройдет 4-я встреча. «Униксу» проигрывать уже нельзя. Тем временем казанские хоккеисты на траве без проблем разобрались с Таной. На родном поле «Динамо» одержала победу со счетом 6-1. Действующие чемпионы страны продолжают свое стабильное выступление в рамках российского чемпионата. За всю игру наша команда пропустила в свои ворота лишь 1 мяч. В то время как ворота соперника динамовцы создали сразу 6 результативных атак. Отличились Абу-Бакир, Али, Янкун, Исаев, Матковский и Плесецкий. После сегодняшней игры с Таной следующие матчи «Динамо» проведет уже в августе. И в завершении к новостям водного пола игроки «Синтеза» и астраханского «Динамо» определят обладателя бронзовых наград чемпионата России. В казанском плавательном бассейне «Оргсинтез» состоится 5-й решающий матч финальной серии за 3-е место. Напомним, первые 2 поединка в Казани завершились в пользу татарстанской команды, после чего серия переехала в Астрахань, где уже волю к победе проявил соперник. В результате все решится в одном единственном матче завтра в 18:00. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде после интересной информации. Спонсор прогноза погоды – изготовитель корпусный мебельный заказ ООО «Даниил Мастер». Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? «Даниил Мастер» исполнит ваши желания. «Даниил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет ясно и без осадков, 24-25 тепла.
На северо-востоке Татарстана температура достигнет отметки 26 градусов. Будет ясно. На севере Татарстана будет тепло и сухо, плюс 25. На северо-западе республики местами облачно, днем до 27 тепла. На юго-западе Татарстана небо будет затянуто облаками, до плюс 29. В центре Татарстана будет тепло и солнечно, плюс 26. Спонсор прогноза погоды – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Артрит, артроз, остеохондроз. Болезни суставов могут надолго выбить вас из колеи. Выход есть. Современные технологии и эксперты клиники «Доктор Ост» помогут справиться с этими проблемами без боли и операций. Запишитесь в «Доктор Ост». Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимаг» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимаг». Смотри на мир легко. Спонсор прогноза погоды – инновационный комплекс для защиты и улучшения зрения «Оптимаг» от группы компании «Биотек». «Оптимаг» – смотри на мир легко. В Казани будет ясно, без осадков и жарко, плюс 28. Ветер слабый, атмосферное давление и влажность воздуха в пределах нормы. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам дня. До свидания.